Ради чужого человека потерять здоровье сына была не готова и она. Но вышло так. Малик сам пойдет скоро. Дай Бог, чтобы у нас получилось все это, Малик, да? Ее сын Малик совсем не маленький, ему 19, но последние 1,5 года ухаживать за ним приходится как за грудным. А ведь был спортсменом, нападающим сразу в 2 футбольных клубах, родном Новгородском и Петербургском, на выездах. Жизнь так сильно изменилась после роковой поездки на Каспий. Она купалась там на море, девочка. А она вот рядом кричит, вот девочку тонет, тонет. Пошел, вот, спас, хотел помочь девочку сломанной рукой, и тем более плавать он не умел. Порой человек может бояться чего-то, но когда, оказавшись в этой ситуации, сложной, да, когда вот приходится кого-то спасать, вот здесь как раз выявляется, кто есть кто. Боявшийся воды Малик вытащить утопающую все-таки сумел. Только в суете, реанимируя спасенную, все как-то позабыли про спасателя, оставшегося в воде. Смотрю, нету, не поднимается ничего, и все. Потом я кричу: Малик, нету, Малик, помоги, пожалуйста. Под водой мальчик провел от 7 до 10 минут. Потом из-за кислородного голодания 21 день лежал в коме между жизнью и смертью. Диагноз – постгипоксическая энцефалопатия, тетрапарез, судорожный синдром, дисфагия, дисфония, лобный синдром. Я уже не могу видеть вот такой. О чем думаешь чаще всего? Футбол. Футбол хочешь? Да. А кем ты играешь в команде? Нападающий? Да. Иди сюда. Я хочу. Учиться хочешь? Да. Все. Александр Шилин и Владимир Шклярик – те, для кого спасение жизней – профессия. Первый – спасатель международного класса, второй – пожарный с 37-летним стажем. Они знают, как спасать правильно, и сегодня учат этому молодых. Правда, поступок Малика хоть и называют самоотверженным и геройским, но опасным. Причем не только для него самого. Самый негативный вариант – могли утонуть оба, потому что неумелое оказание помощи – это, может быть, в некоторых случаях хуже, чем не оказание помощи вообще. Но ведь тонущую 16-летнюю девушку Регинат тогда все-таки удалось спасти. И у нее тоже было кислородное голодание, кома, но она выкарабкалась и сегодня живет нормальной жизнью. Девочка уже замужем. Да, 11 класс закончила. Они свои фотографии отправили, благодарна, спасибо, все. Дай Бог счастья, девочку тоже. Я ничего не говорю, у меня ни обида, ничего нету. Это судьба.